прямом эфире работает программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях дня. Завтра стартует международная исламская конференция. В Грозный уже прибыли авторитетные ученые и богословы из арабских стран. Скорость, точность и сила. Чеченские каратисты готовятся к международному матчу против сборной Ирана. Мастер-класс от именитых спортсменов. Юная сборная чеченской хоккейной команды подтягивает свой уровень. Уже завтра состоится важное для всей мусульманской уммы событие. Участники международной исламской конференции прибывают в Грозный. В столичном аэропорту встретили делегацию из Египта. Это авторитетные богословы с мировым именем, которые внесли огромный вклад в распространение религиозных знаний. Напомню, форум приурочен к 65-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Гости прибыли в Чеченскую республику для участия во Всемирной исламской конференции, приуроченной к 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Представительную делегацию из Египта возглавил верховный имам шейхуль Азхар Ахмад Мухаммад Аль-Таиб. Его сопровождал верховный муфти Египта, доктор Шовки Ибрагим Абдулкерим Мосса Алам, помощник министра иностранных дел Египта Абдул-Рахман Мухаммад Муса, ректор университета Аль-Асхар Ибрагим Аль-Худхуд и другие религиозные деятели. Рамзан Кадыров лично поприветствовал гостей. سيفرح رسول الله بقدومكم لاستقبال شيخ الأزهر. شيخ الأزهر نحن دوحل وارنا ديلي الجوريس غيروان تسمو دير بقى. لأنكم تعلون السنة بذلك. ونداش فيما سنة لقطة قديش ما دوي أعطانا قديش ما بواق. محبة العلماء وتعظيمهم مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا بيزر فيما ترينا بيزر إخلال فيما لا يستغرب منكم والدكم الشيخ أحمد أهل العلم. لكن حيوغا يتيبكم دالرم أوتام شتبه هنداش حدا شهيد أحمد حج علما أهلس لك موري. Стоит отметить, что шейхуль Асхар Ахмад Мухаммад Аль-Таиб впервые посетил Россию. Верховный имам престижного мусульманского университета Аль-Асхар считается одним из влиятельнейших исламских богословов. За роль, которую он сыграл в неспокойном демократическом переходе в Египте, шейх возглавил список самых влиятельных мусульман 2013 года, подготовленный Королевским исламским стратегическим центром исследований в Иордании. Также он считается одним из самых умеренных суннитских священнослужителей в Египте. Его предки были суфиями, и он выразил поддержку глобальной суфийской лиги. Верховный имам Египта Ахмад Мухаммад Аль-Таиб изъявил желание навестить могилу Ахмата Хаджи. Гости в сопровождении главы республики направились в родовое село Кадыровых, Центарой. Для торжественной встречи делегации в аэропорт прибыли сотни представителей духовенства и старейшин. По дороге из аэропорта по обе стороны трассы гостей приветствовали около 20 тысяч жителей Чечни, выстроившиеся живым коридором по всей дороге. يا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ربي الذي هم رزقك يا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ربي الذي هم رزقك. В Центарое высоких гостей встречал председатель Совета алимов республик СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Он отметил, что визит таких известных богословов – очень радостное событие для мусульман.
بجهود رئيس جمهورية رمضان قاديروف وفقه الله لما تحب وترضى. السلام عليكم مفتي مصر. شوقي علام مفتي مصر. يا مرحبا. أزهر Universitet rektor. كبير علماء ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. Над могилой Ахмад Хаджи Кадырова и его отца Абдулхамида известные мусульманские деятели прочитали дуа, прося милости у Всевышнего. Гости высоко оценили вклад Ахмад Хаджи Кадырова в установление мира и правопорядка на чеченской земле. Они подчеркнули, что первый президент отдал свою жизнь ради народа и является примером истинного мусульманина. Здесь же им рассказали, что каждый день юные хафизы читают на кладбище священный Коран. Богословы отметили, что были наслышаны о том, насколько в Чечне уделяют внимание исламу. Однако увиденное сегодня их еще раз приятно удивило. Со своей стороны они намерены укреплять отношения между сторонами, в частности, касательно религиозного образования. طبعا شديد نصب بيركت شادي جدا شيء جفت بيركت ده هو ده بديت شرط عدا حضور حاط إيه ده حبيب علي سنوات كان يكرمنا بزياراته والأخوة والمحبة، والآن ازدادت هذه المحبة بقدومكم. الحمد لله. كلنا عالة على الأزهر الشريف. ودرجة ده أنا أزهر يدوز المضى بوقت حبيب علي. يوي كرت أو يدوز الشندو. الأزهر في خدمة الجميع. أزهر مسيري غلق يا حش شون غلق شوخي شون حلقة رئيس اليوشيو. وبدءا من اليوم إن شاء الله سيكون في خدمة خاصة للشيشان. طبعا دين دعه أزهر أستنا نماني يشة نحكي قوما أستن تدم إبات نقرق الوخر دو طبعا دين دع أزهري. رأينا بأعيننا وهذا يرتب علينا مسؤوليات أمام الله أكبر من المسؤوليات. طبعا شيء بعد حق نخل دوش دول شو منو دل يرجع ديقش إدوجي نشين. هيش قام نشول حلقة نحكي قوما أستن قرق أستن تدم خلبيش. Форум откроется завтра в Грозном и продлится 2 дня. В его работе примут участие более 100 самых известных в исламском мире муфтиев, ученых, религиозных деятелей. Амина Магомадова, Рамзан Джамбеков, Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Далее встреча с гостями региона прошла в столице. В ней приняли участие все члены египетской делегации, прибывшие для участия во Всемирной исламской конференции, посвященной 65-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмада Хаджи Кадырова. Глава региона поблагодарил богословов за визит в республику и подчеркнул, что предстоящая конференция имеет огромное значение для мусульман России и всего мира. В свою очередь Аль-Таиб выразил признательность Кадырову за теплый прием и отметил, что Чечня известна во всем мире как регион, где в полной мере соблюдаются все каноны ислама и является примером для всех мусульман мира. Esten dan, dat is wat je al moet na issue. Dat hondertje moesel din sharia dan, dat is wat je al daar maar dan. In Lilin doet dan, dat Lil behandelt. Dan we nog je jaar, dostal Halloween goest doet. Dan het niet zien dan, we zijn stoelen back ne, de lachens. Na uitschnijden, dat zijn dan zijn. Back dan borst stoelen met dan. لا أقول فوجئنا بهذا النمط من العبقرية الاستقبال وحسن الاستقبال. يوم يفتح شينا ما قل بعضك ديجي برك اللي دشنش وندوخطل ونحقدل شين قرأ دير مدات ايربورت احدين في البوش بالليرة الثري شاحونا شيء ازهر من وشوش عالم تكسرت اخي ازهر شيء هيستوري يرشيو ازهر ازر شو سوق يرشيو وشيء هيستوري ثاني برك القول شاحون ولا وات هيستوري قاعدون ازر مشكا برك ديكنا خلاف في ايش ايربورت يا تهنا شاهو دنيا جوال مش متي وقتي تهنا مش بتوعد على وش قران دقا مش محافش شيء واحد يحشد يعدو هنا نرقش سنخيت الخشيه
إيش بيرك تخيل باش بول نه دو على بحكينا أحشات إلى أثر تاق خوكي برب تا ناخن دعجيت مصل دولش هرم دنيا نجوحها شش هرسن مصل هلستك إلى أثر ده دويتي الأتصج أوش سيس دوش لقرش بارما دقش أو خزخل دوش جل تب شش إليتي شيء صعب أحكي باش باش علمنا شيء أو بحكي باش باش الديرن بأح أخر نقطة شو دنيا نجوحش أبرز سوى إيدو دنيا نجوح نيس خل دوش دين أح هاي سنة أح دين أح باش باش نيس خل باش نيك أح دنيا نجوح قد عباش باش بوسوم ناخه شيخ مثل إيتي شوش كريخ شين هر نقطة قام شين نمر أتصل خزمة بوي بعدين ديش خينا مدى سرحون تهنا أتصل دوام وامبال حال شالخي خير الزيوج زمن لها يغنيها هر نقطة موح أحدين بين قاجا بين خز بين أح دعوة بري الدق علامة تو إذا نجا سنت عن هم تنيس وش ولا حبوش بوش نسبق عن إيه حالات شيء عاشق ويش دال ولا أتصل بركتي بوح أدعوش بلشي حقوق حق الزجاج دائما قاعد وقت عدين بين دعوة ديشة تون بيقولوا هو يعني الله دالا حون غدي أشغلر الله دالا حطول أشغلر يحيط أشغلر بيقولوا يوحون إذا يخط أحد حزنية سنة برك الله روش يسخلوش الله دالا قرب لخشونة تخنا أشدح أشغل داشتل هر نيس دين هر إسلام دين أهل السنة نيق إحا يقتدوش خد إحج أغلو الشف В своей речи Рамзан Кадыров также отметил, что в Чечне нет и не будет никаких течений и сект, которые вносят раскол в обществе, подрывая стабильность и мир. قرآن سنة شريعة طريقة بقطع أوليات ساعة تشينيات دون قطع ماجك جمعة ماجك قطع دون شين لوك دوش شين خيط دوش ساعة إمام وارد تخدون شادر جي ماجك شدون بوصل دين أرخلي شدوخ شدو سارت دون سار يعز من بوش بولش سارت دون دقابل بوش بولش كيف دون حيرا بيش بود خرباك عشي هيج بعد برات مسلمان بعد دون ساعة وخبيش خوارج ساعة تشينيات دا مولا دون قاعدة بالخلجي تخلجي دا مشكلات دون عندي تسير دال ظلم تونجينا دا دين دون تشينيش قاعد يقدر يشوف داس دون دا أعمل عش دون قرآن سنة شريعة طريقة شيء هو دون ولا ليش دون وبرف ده دون ولا تكون وعبلن بوخ بوش دون قرآن سي سنة سي وعبلن بوخ بو البوخ على ده تكون خلادات ده دونه تتخبر دوتش قندع ليرش نخلج الصوتو تاع دوش على دونه ساعات عنديش دوش اولي دون تاع حجر ما خاتش شاش تشو دون كل دوش شاش دون شاش تيجا شغل اي كاجن اي دون بلبلي سبوتنا ها دون حق حرسه مخلد نوتش جوا بس يبقى على حرسه مخلد دون دون بوخ بوش خلجي يو كيزي ليبليت ناخ كيزي يبليت دون ليكي ناخ يلا ايش قلت بوليت رام بوي ديلوش بول نيا دون دلا دون قال واچن نيا صاحب بو ايش نو باي ما ديل سمر باي ال باي انت جلس مني ال دون دا مولا دون ناخ كيت واچ كيت وديت بو ناخ كيت لا وجن دون انا وجن دون كيت وقع يقولوا دون يوت بالا باش شو داخ كده كتون دوك إرستو بيركت دو دات موخ دو عم بقى بير دون وان دا بير ناخ دون شو دور دو عايش عندين دا قخل بيركت دون دو ناخش دوك شبوش دون دوش كأنه دوش عاش بتو دون تحتها دار مولا دون تغيين أحسن دون خزيك بوا خلط دون دي ريسل دون. Также глава региона встретился с участниками международного турнира по кикбоксингу, который проходил в регионе впервые и был приурочен к 65-летию со дня рождения первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Напомню, на бойцовском вечере зрители увидели 13 боев, в 11 из которых победы одержали представители клуба «Ахмат». На турнире боролись титулованные спортсмены из разных стран. Среди почетных гостей был глава Чечни, а также известные бойцы с мировым именем. Главный бой вечера состоялся между Завитом Самедовым и Каталином
Рамзану Марашару. Самедов выиграл бой, отправив соперника в нокаут, став новым чемпионом мира по версии WBS Muay Thai. Глава региона поздравил спортсменов и тренеров с отличными результатами и выразил уверенность, что впереди их ждут немало ярких и громких побед. Гостям были вручены памятные подарки. Свой триумф герои вечера отметили чеченской лезгинкой. Новички клуба «Ахмат» Роман Крыкля и Денис Гончаренок поделились впечатлениями от турнира. Спортсмены признались, что поддержка Рамзана Кадырова стала главным стимулом для побед. Этот бой закончился хорошо для меня благодаря в первую очередь поддержке главы Чеченской Республики. Последние несколько лет я боксирую во многих таких самых значимых турнирах во всем мире. Но такой вот пышности и шикарности, просто проведения нигде не встретишь, это точно. Вот. Ахмат Шоу просто сейчас опередила всех своим уровнем вообще организации. Это честь выступать за один из лучших клубов мира. Это мечта моя, любого парнишки, который тренируется, достичь каких-то высот в спорте. И попасть в команду, в столь высококлассную команду, я был немножко удивлен. Я не видел такого никогда. Да, я видел турниры, взвешивания всякие в Америке, в UFC, когда собирают там огромные залы. Но вживую я никогда в этом не участвовал. И здесь я побывал в этом. Здесь сделали такое взвешивание, такое открытие, такой турнир, что реально я был в шоке на самом деле. В Грозном подвели итоги деятельности республиканской прокуратуры за первое полугодие. За это время выполнена огромная работа, направленная на укрепление законности и правопорядка, соблюдение конституционных прав и свобод граждан. В частности, выявлено более 60 тысяч нарушений федерального законодательства. По материалам прокурорских проверок возбуждено 209 уголовных дел. При этом рост статистических показателей объясняется активизацией прокурорского надзора по ключевым направлениям. Здесь также отметили, что в республике отсутствует официально зарегистрированная задолженность по заработной плате. Кроме этого, проводится последовательная работа по обеспечению прав предпринимателей. В этом направлении выявлено более 5000 нарушений законов. По их результатам к ответственности привлечено около 1000 должностных лиц. Также по требованию прокуратуры республики ограничен доступ к более 400 интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы. Продолжена работа по улучшению качества проводимых надзорных мероприятий, повышению эффективности мер прокурорского реагирования, направленных на реальное устранение выявленных нарушений закона. В частности, выявлено около 62 тысяч нарушений федерального законодательства с целью устранения и профилактики которых вынесено свыше 37 тысяч актов реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности привлечено 15 тысяч лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 209 уголовных дел. Состояние преступности характеризуется незначительным увеличением количества зарегистрированных преступлений при снижении на 25,3% числа особо тяжких общественно опасных деяний. Благодаря усилиям прокуратуры существенно сократилось количество латентных преступлений, в особенности коррупционной направленности, террористического характера, против собственности, а также связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Всего по актам прокурорского реагирования в истекшем году поставлено на учет 299 преступлений. Усилиями прокуратуры заметно улучшено качество предварительного расследования. Реализуя свои процессуальные полномочия, прокуроры путем отмены незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела пресекли 55 случаев незаконного уголовного преследования.
С усилением проводимой профилактической работы связано снижение количества зарегистрированных преступлений несовершеннолетних на 50%. На 58,3% сократилось число преступлений, преступных посягательств в отношении несовершеннолетних. На 39% фактов жестокого обращения с детьми в семьях. На 71% количество суицидов несовершеннолетних, что объясняется эффективностью ранее принятых мер прокурорского реагирования. По имеющимся оперативным данным, более 600 выходцев из Чечни примкнули к запрещенной в России террористической организации. В отношении абсолютного большинства из них возбуждены уголовные дела, и уже 341 лицо объявлено международным розыском. В этой связи каждое потенциальное экстрадиционное дело находится на особом контроле. В единый день голосования в республике назначены выборы главы парламента и в органы местного самоуправления, а также депутатов Государственной Думы России. Принимаемые нами организационные и практические меры призваны обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства о выборах и должны отвечать этим требованиям. В Ачхой-Мартане стартовал межрегиональный молодежный туристический фестиваль «Турфест-2016». В нем приняли участие команды со всех уголков республики, прибыли из соседних регионов. Здесь состоялись соревнования по разным видам спорта. С подробностями Хамзат Аюбов. Официального открытия участники фестиваля ждать не стали и уже приступили к соревнованиям. Самый шумный из представленных видов состязаний – перетягивание каната – собрал на площадке почти весь лагерь. Внимание! После того, как уже выявили, кто самый сильный, начали определять самого точного – стрельба из винтовки. Расстояние небольшое, однако мишень маленькая. В итоге лучшими стрелками оказались гости из Ингушетии. Вот этот фестиваль для вас это больше спорт или больше развлекаться, отдыхать? Ну, конечно, любой фестиваль для нас спорт в первую очередь, а потом уже, наверное, развлекаться. Эмоции хорошие, впечатления хорошие. Все, короче, проходит на высшем уровне. 12-й по счету межрегиональный молодежный фестиваль «Турфест-2016» приурочили к 65-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. На официальное открытие приехал министр по делам молодежи и глава администрации Ачхой-Мартановского района. Наша молодежь вместе с молодежью наших соседних регионов проводит такой спортивный праздник, еще раз доказывая, что жизнь продолжается и что мы с вами должны жить в дружбе, единстве и добрососедстве. Мы горды тем, что можем принять таких гостей. Как здесь было уже отмечено, мы приурочили это мероприятие ко дню рождения нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Я хотел бы просто отметить то, что этот человек, благодаря которому мы сегодня здесь имеем возможность стоять, имеем возможность заниматься тем, чем мы сегодня занимаемся. Работники Дома культуры Ачхой-Мартановского района представили небольшой концерт для участников фестиваля. Первая песня посвящена Ахмату Хаджи Кадырову. Концерт потихоньку перешел в зажигательную лезгинку, а параллельно на футбольном поле разворачиваются не менее горячие баталии. Соревнуются участники фестиваля и по волейболу, в беговой эстафете, в беге в мешках и технике пешеходного туризма. Но не все участники за активный отдых. В беседках и палатках, где сегодня ребятам предстоит переночевать, не менее весело. Эмоции, если честно, очень даже положительные, все очень понравилось. Приняли вообще шикарно, мы очень довольны тем, как нам приняли. Даже сейчас идет веселая обстановка такая. Впечатление, как сказать, замечательное, понравилось, все на высоком уровне. Для нас спорт, для которые отдыхают, а мы хотим победить, как в прошлом году. Красивые места, очень гостеприимные, очень понравилось. Организованно. Спасибо, что так встретили. Фестиваль уже второй год проходит именно в Ачхой-Мартановском лагере. В этом году участников около 100 в 10 командах. Кроме спортивной части, молодежи предлагают культурную программу. Ну и, естественно, не без интересных знакомств. Основная цель данного фестиваля, конечно же, чтобы собрать молодежь на данной площадке, чтобы они хорошо провели время, познакомились,
чтобы мы пытаемся максимально приглашать на эту площадку команды из других регионов. Здесь получается пропаганда здорового образа жизни и пропаганда толерантности. Насыщенный день ребятам предстоит и завтра. Соревнования, дискуссионная площадка, торжественное закрытие, ну и, конечно, награждение победителей. А уже 26 августа отъезд участников. Хамзат Аюбов, Макка Татаева, Асух Арцухаев, Алаш Аздамиров. Новости. Соглашение за честные выборы подписали политические партии и кандидаты, участвующие в выборах в единый день голосования. Тем самым избиратели подтверждают свое согласие соблюдать общепризнанные международные стандарты, принципы и нормы демократических выборов, принятых в Российской Федерации. Председатель избирательной комиссии напомнил, что аналогичные соглашения заключались и в ходе предшествующих выборов в Чеченской Республике и являются свидетельством высокой политической этики, сложившейся между региональными отделениями политических партий в республике. Инициатором данного соглашения выступила партия Российский общенародный союз. В свою очередь избирательная комиссия тоже поддержала эту инициативу и пригласила сюда всех региональных отделений, которые участвуют на выборах. Они тоже охотно согласились за честные выборы и все приняли соглашение. Хорошее знание населенных пунктов, правил этикета и опыт вождения. К работникам службы такси предъявляются невысокие требования. Отсутствие одного из перечисленных пунктов плохо сказывается как на имидже самого таксопарка, так и целого города. От качества их обслуживания формируется число клиентов и мнение приезжих о регионе. О том, какие проблемы существуют сегодня в качестве услуг таксистов и как формируется их тарифная политика, разбирался наш корреспондент Саид Ахмадов. Услуги такси всегда были одними из популярных и наиболее востребованных. Особенно к ним прибегают жители городов. В спешке на деловую встречу, работу и так далее, первое, что приходит в голову, это номер таксопарка. Но и в этом случае могут возникнуть трудности. Водитель не всегда может прибыть на место в назначенное время. Если таксист по каким-либо причинам опаздывает, то клиент в большинстве случаев предъявит претензии и недовольство. Я опаздываю и так. Водитель объясняет причину и сохраняет полное спокойствие, ни в коем случае не вступая в конфликт. И неважно, почему он опоздал, здесь срабатывает принцип «клиент всегда прав». И в случае несоблюдения этих обязательств водитель может быть наказан вплоть до увольнения. В таких случаях причины бывают самые разные. Это изменение названий улиц, отсутствие системы навигации, ну и обычная городская пробка. В республике на данное время работает 45 таксопарков, из них 30 в столице. Если некоторое время назад просить клиента показать дорогу дело было привычное, то теперь образ таксиста меняется, развивается инфраструктура таксопарков и совершенствуются стандарты услуг. В автомобилях у нас установлены коммуникаторы, на них отслеживается путь, пройденный водителем. Его маршруты отслеживаются, время подачи машины отслеживается, выполнение заявок водителям, это все у нас отслеживается и фиксируется. И это все мы контролируем, и постоянно это находится под нашим контролем. У нас есть еще новая система запущена, это мобильное приложение, называется «Грозненское такси». Это приложение мы сделали в первую очередь для удобства наших клиентов. Клиент может не звонить напрямую в диспетчерскую, а вызывать по мобильному приложению. Смена у таксиста начинается с проверки транспорта. Автомобиль отправляется на базу для технического осмотра, а также и сам водитель проходит медицинский осмотр. Каждый день водители проходят медицинский осмотр. Если давление не в норме или плохо себя чувствует, то сотрудник не допускается на линию. А также мы с помощью этого прибора мы обязательно проверяем и на трезвость. Несмотря на то, что этот вид бизнеса в целом по стране достаточно развит, его все же считают довольно выгодным. Такая конкуренция способствует улучшению качества обслуживания клиентов, и во многих случаях они остаются довольны. Не у всех есть машины, не успевают, опаздывают. Минут 10-15 от силы. На каком расстоянии ты не был, таксисты проезжают. Таксисты в наше время они необходимы, потому что
происходят такие ситуации, где нам быстро нужно экстренно выйти из дома. Вот мы позвонили, такси уже через минуту у меня около ворот стоит. Но иногда бывает так, что, конечно же, они подводят, потому что говорят, сейчас приедем, в итоге это получается 10-20 минут. Чтобы открыть свой бизнес, необходимо в первую очередь обратиться в Министерство транспорта. Служба такси считается делом прибыльным и высококонкурентным. Поэтому, прежде чем браться за это, необходимо учесть все возможные риски. Для того, чтобы начать работать в сфере таксомоторных перевозок, необходимо, во-первых, встать на налоговый учет. Следующий шаг – это подать заявление на имя министра к нам в министерство. Перед тем, как выдать разрешение на осуществление легковых перевозок, мы должны удостовериться, что этот перевозчик может предоставить им технический контроль перед выходом на линию, медицинский контроль. Также необходимо иметь базу для технического обслуживания и ремонта подвижного состава. И, соответственно, весь подвижной состав, который участвует в легковых перевозках, должен быть оборудован. Получить хороший заработок можно и устроившись водителем в один из таксопарков. Помимо необходимых документов, у столичных таксопарков есть и определенные требования. Первое – это характеристика с места жительства от участкового инспектора либо главы администрации. Обязательно наш водитель должен пройти контроль и проверку в наркодиспансере. Должен быть поручитель из ближайших родственников. Вот, обязательно знание города должно быть. Отлично, чтобы водитель знал город. У нас постоянно ведется воспитательная работа с коллективом, с водителями таксопарка. При поступлении с водителем проводим эту беседу. Он должен быть с клиентом вежливым. На первом месте клиент всегда прав. Основным инструментом борьбы за клиентов между организациями остаются цены. Тарифная политика участников рынка разнообразна. Она определяется составом целевой аудитории, на которую нацелена та или иная служба. Также большое значение имеет и способ организации компании. Например, фирмы с собственным автопарком вынуждены закладывать в стоимость услуг амортизацию, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, зарплату водителей, налоги и прочие затраты и риски, что практически не делают диспетчерские службы, не располагающие собственным штатом водителей и автопарком. Саид Ахмадов, Мансур Саев и Аллаш Шаздамиров. Новости. Сыновья главы республики приняли участие в первенстве Сочи среди детей. Он был организован спортивным клубом «Сочи Стар ММА». Мальчики посвятили поединки 65-й годовщине со дня рождения своего дедушки, первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поэтому и подошли к участию в турнире со всей ответственностью. Нелли встретился со своим ровесником Дмитрием Родиным. У Ахмада была схватка с Дамиром Шевхужевым, а Адам провел бой с Даниилом Шалаком. Все трое показали отличную технику, продемонстрировали волю к победе. Соперники тоже уверенно выступали, но Элли, Ахмад и Адам выиграли. При этом сказались их опыт предыдущих поединков и систематические тренировки с именитыми чемпионами. Хорошая новость для любителей спорта. Уже скоро состоится международный матч по карате. Бойцы Академии Чигеки Ахмат активно готовятся к предстоящим боям. Они состоятся в Грозном между чеченскими спортсменами и сборной Ирана. Как проходит тренировка каратистов, расскажет Рамзан Керимов. Уже через 5 дней состоится событие, которого с нетерпением ждут любители спорта во всем мире. 29 августа бойцы Академии Ахмат и Чигеки выйдут на татами против гостей из Ирана. Ну а пока чеченские спортсмены усиленно готовятся к предстоящим поединкам. На сборы в Академию каратисты приезжают с утра. Традиционно Лечи Курбанов беседует с подопечными, расставляя акценты на предстоящую тренировку. После спортсмены переходят на татами, где выполняют разминку и отрабатывают технику ударов. Тренировочный процесс проходит под пристальным вниманием легенды мирового спорта. Лечи Курбанов обращает внимание на каждую мелочь и дает ценные советы молодым спортсменам. К международному матчу против сборной Ирана чеченские каратисты готовятся уже не первую неделю. Спортсмены меняют обстановку, чтобы получить максимальный результат от тренировок. Так бойцы Академии Чигеки Ахмат ранее готовились в высокогорье у озера Кизиной-Ам. По словам Лечи Курбанова, руководство республики создает все необходимые условия для спортсменов. Настрой зависит, психологический массу, готовить биновое еще последнее.
академия Рамзан Ахматович, он толком ел условия в мире самый лучший юкар от хадикара кахигара так тренинг доверия оправдатель Ахмад Хастар бакани барван шадеги уштей. Сами же спортсмены отмечают, что благодаря интенсивным тренировкам находятся в лучших кондициях и настроены только на победу. Условия в спортзале, Увидеть международный матч чеченских каратистов против сборной Ирана и поболеть за нашу команду можно будет в спорткомплексе «Олимпийск». Бои начнутся в 17:30. Рамзан Келимов, Булат Баканаев и Зелим Закаев. Новости. Катание на льду, тактика игры и ведение шайбы. Сборная чеченской хоккейной команды подтягивает свой уровень. Мастер-классы для юных ледовых бойцов провели известные хоккеисты, в числе которых и заслуженный мастер спорта России Александр Харитонов. Как готовят будущих чемпионов, расскажет Хава Идеева. Они еще совсем маленькие, но амбиции уже чемпионские. Несмотря на юный возраст, эти ребята уже точно знают, в хоккей играют настоящие мужчины. Амир Шавхалов занимается здесь уже 3-й год. Нужна хорошая очень дисциплина. Нужно вести себя хорошо на хоккее, не баловаться, не разговаривать. То, чтобы ты слушал тренера. Я выбрала именно хоккей, потому что это для мужчин спорт. Этот вид спорта в республике стал набирать популярность совсем недавно. Сегодня в детской сборной играют около 50 мальчишек в возрасте от 4 до 12 лет. Своя хоккейная команда в республике появилась в 2011 году. Провести для будущих чемпионов мастер-классы сегодня приехали именитые спортсмены из тренировочного центра «Магия хоккея». Во главе с заслуженным мастером спорта России, участником Олимпиады 2006 в Турине Александром Харитоновым. Потенциал очень огромный. Мне очень понравилось, ребята очень хорошо тренируются, очень большая самоотдача у них, горят глаза у них, это, наверное, самое основное. Им нравится, как они тренируются, им нравятся наши упражнения. Самое главное, чтобы они тренировались также самоотверженно. Именитые спортсмены приехали в республику по приглашению Министерства спорта Чечни. Мастер-класс Александра Харитонова организаторы решили приурочить к 65-й годовщине со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Президент Васитур Паховошул Ахмад Хаджи Далазу Абудельцина 65 шахот юбилею Аль-Хадж Шаш Вай Республики Алла Кигиберш Амашулу хоккейный клуб. Мастер-класс тоже Шейн Хуштурман Гайта Гойч Шейн Ейшел замечание конечно Бахкен был и команды на чого Уиш чего пойдяхер дальше мероприятие там тавичек. Мастер-классы включают в себя не только работу на льду, но и отработку бросков на земле. Не обошли стороной и процесс подготовки к тренировкам, от которого в конечном итоге и будут зависеть дальнейшие успехи. Всего в республике тренеры проведут 5 дней. Как ожидается, за это время маленькие хоккеисты серьезно потянут свой уровень владения клюшкой. Отчаянных парней в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Хава Идеева, Шамиль Саламов, Зелим Закаев. Новости. На этом все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.